К другим темам. Парламентские выборы в Грузии, намеченные на 26 октября, в определенном смысле затрагивают все Западное Закавказье и страны, граничащие с Закавказским регионом. Однако так уж получилось, что уже сейчас стала понятна главная политическая тенденция в Грузии, которая сохранится после 26 октября, считает аналитик сайта Евразия Дейли Петр Македонцев. В своей статье «Грузия обеспечила России, Южной Осетии и Абхазии свободу действий» он делает акцент на том, что кажущийся отворот от европейских амбиций Грузии – это всего лишь иллюзия, продиктованная требованием времени. В частности, он пишет, что основная политическая борьба по-прежнему развернется между правящей грузинской мечтой и оппозиционным единым национальным движением. Так уж получилось, пишет он, что у этих партий имеются олицетворения в виде людей. С первой политической силой ассоциируется олигарх Бедзина Иванишвили, а со второй – экс-президент Михаил Саакашвили. Грузинскую мечту как в самой Грузии, так и на Западе норовят обвинить чуть ли не в отказе от евроатлантического пути за принятие закона об иноагентах. Между тем, 23 августа в ходе общения с журналистами премьер-министр Иракли Кабахидзе сделал весьма важное заявление, считает эксперт. Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из Конституции статьи 78 или изменения этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершаться, сказал он. Что же это за статья 78, задается вопросом македонцев. В ней написано: конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. Отметим сразу же, что это не какая-то старая статья саакашвилевских времен, а из нынешней Конституции Грузии, принятой во время правления грузинской мечты. То есть она прямо предписывает властям Грузии добиваться вступления в Евросоюз и НАТО. И вот тут автор статьи указывает нам на важное событие из прошлого, а именно саммит НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, аккурат перед войной в Южной Осетии. 3 апреля 2008 года было опубликовано заявление глав государств и правительств, участвовавших в саммите. В этом заявлении было указано, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Кроме того, в нем же была упомянута поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии. Эти решения саммита, считает эксперт, подтолкнули Саакашвили к совершению нападения на Южную Осетию и российских миротворцев. Кроме того, именно саммит НАТО в Бухаресте запустил цепочку событий, в результате которых России пришлось обеспечивать свою безопасность, начав специальную военную операцию. Своим заявлением Кабахидзе вернул ситуацию в 2008 год, уверен автор статьи. Получается, что кроме Украины, где и так обосновалась НАТО, у южных границ России тоже имеется проблемный сосед, который готов вступить в НАТО и предоставить свою территорию для западных военных. В этой связи не безобидно выглядит заявление грузинской мечты о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию мирным путем. План грузинской мечты, по мнению эксперта, это восстановить мирным путем грузинскую империю, которая затем сможет спокойно вступить в ЕС и НАТО. И этот план, по его же мнению, угрожает безопасности России. Ну а саму внешнеполитическую программу грузинской мечты можно назвать умеренно евроатлантической, считает эксперт. Их оппонентов из числа действующих и бывших националов македонцев называют радикальными евроатлантистами, которые фанатично поддерживают Зеленского и не видят будущего Грузии без Евросоюза и НАТО. Сторонники националов и им подобных участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и из них состоит грузинский, например, легион. Нельзя исключать, что после самих выборов американское посольство заставить националов и других радикальных евроатлантистов сформировать широкую коалицию, чтобы безо всякой цветной революции прийти к власти. По мнению российского эксперта, именно радикальные евроатлантисты могут, цитата, запросто с одобрения США напасть на Абхазию и Южную Осетию, чтобы попытаться восстановить грузинскую империю и нанести удар по России. Конец цитаты. Поэтому предстоящие парламентские выборы в Грузии правильнее назвать противостоянием умеренных евроатлантистов с радикальными евроатлантистами, которые схожи в том, что видят свою страну и в Евросоюзе, и в НАТО, пишет Македонцев.
И вот на этом фоне по-особому выглядит положение Абхазии и Южной Осетии, которые 26 августа отметили 16 лет признания их независимости со стороны России, пишет эксперт и отмечает далее. Теоретически Грузия могла бы спокойно попасть в ЕС и НАТО, если бы она де юре признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Но в Тбилиси этого никто не захочет сделать, потому что ностальгия по собственной колониальной империи, исчезнувшей вместе с распадом СССР, никак не дает покоя грузинскому обществу. А Россия не может идти на предательство Сухума и Цхинвала ради иллюзорной благожелательности со стороны самой вестернизированной страны Закавказья, где заметная часть населения считает героями боевиков, примкнувших к ВСУ. Такой вот интересный расклад в преддверии парламентских выборов в Грузии дает этот эксперт. Одно точно намечается — целый геополитический сериал.